Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Спасибо, что смотрите. Ассаламу алейкум, Сайд Мурод Давлатов. Меня зовут Бакай. Я из города Ош, Кыргызстан. Нужна ваша помощь. Просьба дать правильное направление. Вопрос следующий. Есть земля 1 гектар. Хочу посадить сад. Вот только не могу определиться с выбором вида фруктов, которые буду получать и продавать. Ведь плоды будут давать лет через 5. И какой вид будет через 5 лет в тренде и наиболее прибыльным? Не могу представить. Знаю, что у вас есть сад. И думаю, вы в этом разбираетесь. Надеюсь, дадите правильное направление с уважением, Бакай. Уважаемый Бакай, конечно, когда человек сажает дерево, он сажает это с планом 30 лет. Минимум 20 лет, 30 лет. Я сажаю фисташки с планом 600 лет. Поэтому, а когда речь идет о фрукте, хотя бы план на 20 лет. Поэтому натуральные продукты все равно актуальны. В ближайшие 20-30 лет, даже 100 лет, наверное, мне кажется, натуральные продукты будут очень важны. Потому что большинство порошок и большинство из этих, дополнительные искусственные продукты для того, чтобы кормить массовый народ. Массовый народ не все богатые, чтобы купить натуральные продукты. Поэтому не переживайте. Выберите только те сорта. Я вам скажу 3 показателя. Фокусируйтесь на это. Первое. Выбирайте те сорта, которые 1 гектар дает вам больше 45 тонн. Хотя бы 40 тонн. Может быть это яблоко, может быть это персик, может быть это черешня, может быть это слива. Но берите, чтобы он давал больше 40 тонн с 1 гектара. Только тогда вы будете в прибыли. Если вы будете получать 15 тонн или 20 тонн, вы с содержания уходит. То, что вы получаете, все уйдет на содержание, и вы ничего не зарабатываете. Поэтому, если вы ошибаетесь в сорт, 5 лет, 10 лет просто уйдет на смарку. Это большой потери. Очень большой потери. Поэтому я рекомендую вам в обязательном порядке изучайте интенсивные сады, именно спрашивайте те сорта, которые больше 40-45 тонн прибыль дает, то есть урожай дает. Например, даже любой вид яблока, она зимой меньше $1 не стоит. Обычно стоит $1, 1,5 или 2. Хорошие сорта стоят $2, сочные хорошие сорта. Даже 3-4 есть. Если даже минимум $1 есть, если вы даже, скажем, 40 тонн берете, это $40 000. Это нормально. Это хороший доход. Так что это нормально. Если черешня, еще больше будете получать. Отталкивайтесь из этого. Хорошо? Те сады, которые в 2008 году мы сажали с братом, поскольку у нас не было опыта, которые давали 12 тонн с гектара, 15 тонн, 20 тонн. Я в этом году все снимаю. Представляете? 12 лет платил деньги, платил за налог, платил за воду, платил рабочим, выращивали их. В этом году все начинаю снести. Почему? Потому что это неэффективно. И зачем дальше еще 12-15 лет так делать? Я сейчас поручал, что там где-то 6 гектаров или 8 гектаров, они сейчас убирают оттуда, и я буду сажать заново другие вещи, потому что уже я понимаю, как должно быть. Раньше просто не хватало знаний. И мой совет к вам, если вы будете связывать свою жизнь с садоводством, найдите сильного агронома. Самым первым позаботьтесь, чтобы сначала воду обеспечить. Воду, свет обеспечить и дорогу, чтобы техника мог ходить. Сначала это делайте. Не сажайте дерево, пока полностью вода не дошла до этого. Обязательно делайте капельно орошаемые. В обязательном порядке. Это очень важная вещь. Второе. Покупайте годовое удобрение, годовое лекарство, целый объем за целый год. Это дерево. Дерево тоже как человек. Так нельзя говорить, что, например, он заболел, а потом вы ищете лекарство. Потом вы ищете, вдруг не найдете то нужное лекарство. И вдруг его вовремя не найдете. Вы нашли его 10 дней позднее или 15 дней позднее. Дерево уже получал стресс. Дерево уже стал больной. Понимаете, это дерево как человек. Представьте, бывает, что ребенок заболел в детстве,
а потом всю жизнь вырастет слабым ребенком, как-то более недоразвитым. Бывает же такое? Ваше дерево становится такой, он получил стресс, и всю жизнь будет такой больной, слабенький. Это означает, что вы автоматом 30-40% меньше получаете урожай. Поэтому, значит, первый воду обеспечите, второе обеспечите полностью годовой все лекарства, удобрения, все, сильного агронома, только потом сажайте. Только после этого. И правильные сорты подберите. Потом сажайте. Я в свое время делал наоборот. Сажал дерево, а потом думал, что делать с водой. Воду, я думал, что сейчас насосы будут, общем насосе вода перейдет, оттуда буду поливать. Потом в общем насосе вода поздно отпустили, и я на машине таскаю воду, поливаю. Каждый год по 2000, 4000. Был какой-то год, 6000 дерева у меня умерло. Это как будто, знаете, как это болезненно. Вы даже не представляете, как это больно. Когда вы тратите целый год деньги, и к концу года видите, что 6000 дерева высохло из 50 000. Это очень обидно, очень обидно. Поэтому соблюдайте советы, которые я давал, у вас будут хороший результат. Здравствуйте, Санмурод Давлатов. У меня к вам вопрос. Всю жизнь заниматься развитием семейного бизнеса, так как там задействовано много моих родственников. Или открыть свой собственный бизнес. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Умиджан Шарикбаев. Если ты внимательно посмотришь мировые компании, особенно китайские компании, японские компании, оказывается, самые крупные компании Гонконга, Япония и так далее, большинство семейный бизнес. Даже 96% оказывается. Это означает, что значит семейный бизнес выгодно. Семья Рокфеллеров или семья Ротшильдов и так далее. Очень много таких. Очень много семейный бизнес тоже. Семья Walmart, все дети и так далее этим занимались. Но смотря твои родные, близкие, вся семья, которая этим занимается, насколько они коллективно это все правильно делают. Семейный бизнес всегда выгодно. Легче брату платишь зарплату или жену платишь зарплату, принесет домой, брату платишь все равно, когда тебе деньги нужны, обратно вложить их. Так что семейный бизнес выгодно. А то, что между того, что ты спрашиваешь, отдельно пойти открывать свое выгодно или продолжать с семейным бизнесом, я бы на твоем месте продолжал бы семейный бизнес, но пошел бы в филиал, открыл бы. Филиал из этого семейного бизнеса. Если тебе тяжело с ними вместе работать, надо заниматься расширением. Пошел бы, если вы, я не знаю, какой у вас вид бизнеса, если это ресторан, пошел бы второй открыл бы. Точно такой ресторан, но как в смене. Или пошел бы, если это магазин, второй магазин открыл бы. Если это ферма, второй ферма. То есть продолжение этого бизнеса. Если это гостиница, следующую гостиницу. Вот это бизнес продолжал бы. Но я не прыгал бы с этого бизнеса на другой. Просто его расширял бы, масштабировал бы. Так будет прибыльно и выгодно, легче будет вам. Потому что кадры универсальные, опыт, который у тебя есть, у братьев есть, у родных есть. В любой момент, если вдруг что, они тебе заменяют. Взаимозаменяемость очень легко, проще, намного проще, риска меньше. Господин Давлатов, хочу поблагодарить вас за вашу работу. С большим вниманием и удовольствием смотрю по YouTube ваши выступления и ответы на вопросы. Я живу за границей, поэтому не могу лично присутствовать на ваших тренингах и очень жаль. Спасибо, что смотрите. Хорошо, что интернет есть, правда? Даже можно хоть так как-то общаться. Я благодарен судьбу, что я хоть чем-то-нибудь полезен для вас. Буду знакомиться с вами через ваши книги. У меня есть к вам вопрос. Я работаю программистом и нет времени заниматься бизнесом. Да и по правде говоря, вряд ли смогу. Вероятно, для этого нужен определенный характер. То есть стоять и торговать не могу. По правде говоря, и не пробовал. А вот сидеть по 12-15 часов и писать программы, это получается. Видите, каждому человеку Бог давал особенный талант. Вряд ли смогу выйти из зоны комфорта, как говорит Трейси. У меня есть сумма, на которую я хочу приобрести недвижимость в Чехии, Праге, для краткосрочной аренды.
Я знаю, что это будет маленький прибыль, около 5%. С другой стороны, держать деньги в банке невыгодно. У нас очень маленький процент по вкладам. Играть на бирже и торговать акциями, в этом нужно разбираться. Поэтому для начала решил начать ход с чего-нибудь. Хотел бы услышать ваше мнение. Заранее благодарен. Александр. Александр, дорогой, если вы решили заниматься недвижимостью, это самый минимальный риск, если вы грамотно подойдете к этому. То есть это означает, что риска большой дохода не будет, рост капитала, но, соответственно, и потери не будет большого. И вы правильно заметили, что если вы любите свою работу, продолжайте делать свою работу. Не обязательно всем быть бизнесменом. Продолжайте делать ту работу, которая делает вас счастливыми, но свои деньги заставьте работать на себя. Я вам рекомендую 3 совета дам. Если вы выбрали недвижимость, сначала, пожалуйста, мой совет. Приобретайте тренинг, который у нас есть видеоурок, как стать хозяином недвижимости при любом доходе. Чтобы вы хорошую стратегию, инвестиционную стратегию выбрали по недвижимости, чтобы у вас был это прибыльный шаг. Чтобы не получилось так, что вы купили недвижимость, которая потом стала проблемой для вас, или либо потом тяжело его реализовать или сдавать и так далее. Поэтому делайте вот так. Приобретайте этот урок, внимательно послушайте. Я там показываю, я говорю о категории недвижимости, класс недвижимости, ликвидность недвижимости, место недвижимости, много разных параметров недвижимости, какие источники дохода создавать из этой недвижимости. Там в этом тренинге там 2-дневный или 4-дневный тренинг там, по-моему. Честно сказать, не помню, там 4-дневный тренинг, по-моему. Вот. И вы там очень много чего вы увидите. Исходя из этого, фильтруя, потом выбирайте, какой категории недвижимости хотите инвестировать. Если это жилая квартира, на что надо внимание обратить? А если это участок, на что надо внимание обратить? А если это, скажем, коммерческое помещение, на что надо внимание обратить? Это все разные бизнесы. Поверьте моим словам, это разные. Но я бы рекомендовал вам, если вам удастся, если хотите за счет капитализации зарабатывать хорошо, займитесь участками. Просто купите участки именно в ту территорию, где в ближайшее время становится ближе к центру города. Но в того территории, в которой город расширяется, купите участки. Почему? Капитализация хорошая на них. Через 2-3 года продадите хотя бы 30-40% сверху. Потому что участки никогда не станут большой. Их меньше становится год за годом. Год за годом. Земля, она не резиновая. Вы никогда не будете потерять, если вы приобрели участок. Никогда. Почему? Потому что год за годом его количество меньше станет. Раз. Во-вторых, это не квартира. Квартира строить можно. Еще строить. А землю никто не создает и не строит. Земля, она не появляется. Никто его не производит. И к тому же участок охраны не надо вам. Никто не нужен, что охраняли его. Форс-мажор не принадлежит. Вам проще. На его содержание много тратить не надо, а только налог платить и все. Только я не знаю. Вы гражданин, если Чехия, вам, возможно, земли продадут. Если не гражданин, возможно, земли не продадут вам. Такое бывает. Например, я не гражданин в России или Казахстане и так далее. Квартиру купить могу, землю нет. Или Кыргызстане, или Казахстане, или России и так далее. Ну, если есть возможность на имя кого-то купить, тоже это вариант. Лучше купить. Я много заработал на участках. И у меня есть ученики, которые мои советы соблюдают, миллионы заработали. Можете попробовать. Потому что, если вы правильный участок купили, в широком лицевом первой линии, скажем, через некоторое время даже появятся люди, которые за него приличную сумму предложат, или либо предложат вам квадратуру. Они могут на этом участке построить многоэтажные дома, вам дать достаточно квадратура. Вы нормально на это двойной доход получите. Дорогие друзья, ставьте лайк, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. К вашим услугам, стараюсь.